Да, все. Доброе утро! Из-за коронавируса в апреле все образовательные учреждения экстренно перешли на обучение учащихся в онлайн-формате. Большинство родителей с нетерпением, конечно же, ждали окончания учебного года. Сложившаяся ситуация показала нам, насколько важна роль школы и педагогов. В новом номере журнала «Магариф» руководитель управления образования Агрызского района Веселя Софиуллина, Альфат Сабиров из Сарманского района, Ильмаз Хамидуллин из Кайбского района, методист отдела образования Радислободского района Ревкат Саттаров делится опытом, полученным в ходе дистанционного обучения. На протяжении последних нескольких лет мы все активно обсуждали проекты электронного образования в Республике Татарстан «Компьютер учителю». А во время электронного обучения для проведения видеоконференции педагоги использовали облачную платформу Zoom, некоторые системы управления обучением Moodle. Из материала вы узнаете о том, смогли ли татарстанские педагоги учесть познавательные возможности своих учеников, отправляя готовые видеоуроки, домашние задания из существующих образовательных платформ. И, конечно, в каждом номере у нас свой герой, своя героиня. Во многих российских регионах сегодня успешно работают татарские школы. Директором в городе Димитровграде является Мунира Мавлетовна Джумаева. Открытие школы состоялось благодаря губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, который поддержал идею и всячески им помогал. Так, в 2011 году во дворе школы был установлен бюст Габдуллы Тукаев, а через 5 лет по распоряжению городской думы школе было присвоено имя великого татарского поэта. Сегодня здесь обучаются почти 300 детей татарской национальности. Педагоги смогли объяснить и доказать родителям, что татарский язык – это духовное богатство, которое передается из поколения в поколение. И самое главное, он является необходимым средством общения в современном мире. В первый класс к ним поступают дети с разным уровнем владения родным языком. Большинство молодых родителей, к сожалению, сами не разговаривают на нем, но зато обучаются легко вместе с детьми. Они с удовольствием смотрят татарские мультфильмы, занимаются в кружке «Кунгальлы татар теле», где они закрепляют знания, полученные на уроках татарского языка. Другая героиня из Саратова. Напомню, название города с татарского языка переводится как Суаратау, что означает «желтая гора». Здесь, в роскошном историческом здании 1882 года, располагается татарская гимназия. Накануне 75-летия Великой Победы она получила имя Героя Советского Союза Гаяза Ромаева. Последние 3 года школу возглавляет Венера Рашитовна Салихова. Она делится своим опытом, успехами, рассказывает о меценатах, которые оказывают им поддержку. За период своей деятельности гимназия существенно расширилась. Сегодня в ней преподают 30 педагогов и учатся почти 400 детей. 3 года подряд коллектив одерживает победу в приоритетном национальном проекте «Магариф» и получает грант как одна из лучших школ России. Этот номер также оказался богатым на публикации профессорско-педагогического состава. Профессор КФУ, доктор педагогических наук Фирас Харисов разъясняет, как достичь профессионального роста учителям татарского языка и литературы в условиях полилингвального обучения. Особенности перевода с татарского языка анализирует академик Рузаль Юсупов. На протяжении 3 лет редакция журнала «Магариф» совместно с Институтом истории имени Шахабуддина Маржани проводила конкурс среди педагогов, посвященный столетию ТАССР. Вместе с нами все уроки учителей истории прочитал и проанализировал археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Фаяз Хузин. Из его аналитической статьи вы узнаете, кто вошел в тройку лидеров, и ознакомитесь с уроком победителя. В рубрике «Слово экспертам» разбор урока химии, посвященного физическим свойствам кислот, осуществляет учитель химии высшей квалификационной категории IT лицея КФУ, доцент кафедры химического образования Химического института имени Бутлерова, кандидат педагогических наук Фиделия Халикова. И в завершение я бы хотела напомнить, что до 20 июня мы продолжаем собирать от воспитателей и педагогов работы на первый тур конкурса «Аулы Ктушцы. Сельский учитель». Первый приз составит 50 000 рублей, и еще 9 победителей получат солидные призы. Так что есть за что побороться. Условия конкурса вы найдете на нашем сайте или в журнале «Магариф». Надеемся, что во втором полугодии вы останетесь с нами.